На Всероссийском форуме «Арктика. Лед тронулся» в Усинске выдали первые в мире удостоверения общественных инспекторов по мониторингу и ликвидации нефтяных разливов. Их получили 30 общественников из Республики Коми, Ненецкого автономного округа и других регионов. Обучение проходило на базе УГТУ в дистанционном формате. Дарья Вологжанина о втором дне форума. Обучать и налаживать работу инспекторов в других регионах России – задача первостепенная. Это важный шаг к прозрачным отношениям между обществом, нефтедобывающими организациями и государством. В сфере экологии у нас очень активная общественность. Очень. Любой чих там что не то увидит, в обязательном порядке выложит, в обязательном порядке напишут жалобу, в обязательном порядке обратятся к президенту России, правительству России, главе республики, Минприроды республики, в общем, ко всем органам прокуратуры и так далее. То есть эта активная общественная позиция нашей общественности позволяет нам мониторить в общей сложности ситуацию, там, где это невозможно. Иначе просто при таких огромных территориях содержать властные органы, да, Росприроднадзор, допустим, Минприроды республики Коми, огромные штаты, это просто непосильный труд. Непосильный, и в принципе необходимости этому тоже нет. Ключевое мероприятие форума – пленарная сессия «Арктика. Объединяя общество, бизнес и государство». Федеральные гости и волонтеры в формате прямого диалога обменялись мыслями по поводу развития северных территорий. Особое внимание программе «Арктический гектар». По словам экспертов, будущее у севера есть. Главное – привлекать молодежь, создавать бизнес и осваивать все новые территории. Вы можете, как гражданин, получить гектар в Арктике. До 1 гектара на члена семьи. Конечно, это не подарок, и здесь вы абсолютно правы, что здесь нужно трезво оценивать свои силы. Это вызов, прежде всего, как попробуйте, любой, так скажем, земельный участок на любой территории, особенно где у вас действительно высокая экономическая инфраструктура, содержание, все близко, например, да, это в десятки раз проще сделать, чем может быть. Что такое Арктика? Это действительно низкая плотность населения. Это, так скажем, дополнительная сложность и изношенность коммунальной инфраструктуры. Это сложная социальная инфраструктура. Важно не только привлекать деньги в северные города и населенные пункты, поддерживать предпринимательство, но и создавать комфортные условия для жизни. Ремонтировать дороги, строить детские площадки, реконструировать дома и, конечно, создавать удобные транспортные сети. Кроме освоения месторождений, будь то нефтегазовых месторождений Печорского угольного бассейна, либо месторождений марганцевых, титановых руд, конечно же, большое значение в республике уделяется развитию и созданию логистики. Потому что без логистики, без создания новых транспортных коридоров, без создания новых хабов, развитие территории фактически немыслимо. Сегодня огромное значение мы уделяем развитию аэропортовой сети, да, чтобы было регулярное сообщение, чтобы можно было, как это было в советское время, у нас шахтеры Воркуты садились в самолет, летели в Москву, снимали ресторан, гуляли, возвращались. Поэтому это имеет крайне важное значение для развития севера. Интеллектуальную программу форума разбавили школой выживаний. Учились оказывать первую помощь в арктических условиях, правильно вести себя при встрече с дикими животными и примеряли на себя форму северного спасателя. Завершится форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» концертом звездного десанта. В арктический город приехали Виктория Дайнеко, Зара, группа «Раса» и другие артисты. Концерт станет подарком жителям города к столетию республики. Дарья Вологжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усинск.